Ингушские дороги по-прежнему остаются источником повышенной опасности. Только за прошлый год в республике зафиксировано больше 200 ДТП. В авариях погибло 54 человека, а 337 получили травмы. Статистика с начала этого года выше, чем за аналогичный период 2022. В республике произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. У нас 5 человек погибших и 22, которые получили ранения различной степени тяжести. Отмечаем опять момент, что в прошлом году на истечении этого периода у нас было только 2 погибших, в этом году их уже 5. Раненых было в прошлом году на этот же период 11 человек, в этом году уже 22. Несоблюдение скоростного режима – основная причина ДТП на дорогах региона. Сотрудники ГАИ в ходе профилактических акций раздают буклеты и призывают водителей не лихачить. Акции дают сбавить скорость сохранения жизни. Правила соблюдать. Свою памятку в руки получил и Ахмед Канташев. За рулем он больше 30 лет. Видел всякое. Все чаще наблюдает, как многочисленные аварии на дорогах зачастую возникают по вине молодых ребят. С 45 лет машину водит Элида Манкиева. Правила дорожного движения старается соблюдать с тех пор, как села за руль. В отличие от некоторых автолюбителей, признается женщина. Нас же немного же. Я не знаю. Я хотела бы, чтобы ездили умеренно, соблюдали хоть немного дистанции обязательно. И хотя бы не нарушали то, что нельзя делать обгоны. Третий обгон делают. Не показывая поворот, заворачивают куда хотят. Это мы бережем свою жизнь. Выезд на встречку, езда с подложными номерами. Нарушений среди ингушских водителей немало. Но по статистике ГАИ любителей погонять в регионе больше. За неделю выявляется более 10 тысяч нарушений только скоростного режима. Это большая цифра для нашего региона. За прошлую неделю было 13 тысяч нарушений только скоростного режима. Представьте, это всего неделя, 7 дней выявления 13 тысяч нарушений. Это большие суммы. Есть, к сожалению, среди наших граждан и лица, которые ранее были лишены права управления, управляют транспортными средствами с подложными регистрационными знаками, которые неоднократно превышают скоростные режимы. Такие граждане также доставляются. И ввиду того, что эти граждане есть в этом процессе дорожного движения, плюс если другие граждане будут нарушать, доставляя неудобства окружающим, то, к сожалению, у нас дороги не будут безопасны, и мы будем каждый раз озвучивать ту статистику, о которой мы, к сожалению, говорим. В рамках таких профилактических акций госавтоинспекция охватывает те участки дорог, где зарегистрировано больше всего ДТП. Не исключением стал и этот рейд. Мы сейчас находимся на развилке в направлении Малгобекский район, сельское поселение Канташев, в сторону города Назрань. Почему мы выбрали именно эту развилку? Потому что это соединение нескольких направлений, которые, к сожалению, дают нам скачок дорожно-транспортных происшествий, в результате чего, к сожалению, есть и погибшие и раненые. Хотелось бы отметить, что, к сожалению, в Малгобекском районе большее количество ДТП, произошедших по истечению прошлого года, и уже в этом году они есть. Конечно же, есть и другие районы, но больше сейчас тревогу вызывает Малгобекский район. Так, в прошлом году только в Малгобекском районе зафиксировано 66 дорожно-транспортных происшествий. В них погибло 7 человек и более 100 пострадали. Дана Плиева, Магомед Даскиев, Новости 24.